Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Компенсацию ущерба и помощь гражданам, чьи дома и имущество пострадали от ливня в 3 районах страны, обещал президент Бадрагунба. Последствия ликвидируют и местные службы МЧС. 17 лет назад были установлены дипломатические отношения между Россией и Абхазией. Паутинные гнезда на деревьях. Как бороться и предотвратить появление американской белой бабочки в материале наших корреспондентов. Сильные ливни обрушились на Сухум ранним утром 9 сентября. Многие улицы оказались затоплены, но движение транспорта не остановилось. Автомобилисты продолжали передвигаться по городу. На некоторых участках дорог упали деревья, из-за чего произошло отключение электроэнергии. Все службы столичной администрации были переведены на усиленный режим работы. В результате обильных ливней в Сухуме затопило дороги, затруднено движение на центральных улицах столицы, в районе вокзала и в других населенных пунктах. В городе работают коммунальные службы в усиленном режиме. Затоплены железнодорожные переезды, повалены деревья, вода зашла в жилые дома и дворы. Добраться с утра 9 сентября в место назначения, например, на работу или в школу, из-за непрекращающегося дождя было практически невозможно. К тому же на некоторых улицах светофоры вышли из строя. Меньше чем за сутки в столице выпало более 200 миллиметров осадков, что превышает месячную норму, отмечают метеорологи. По словам мэра столицы Тимура Агарба, администрация города активно работает над тем, чтобы стабилизировать ситуацию. В городе, утонуло немало машин, поэтому просим без крайней необходимости не выезжать в город. К ликвидации последствий стихийного бедствия мы приступим, как только нам даст возможность сделать это погода. Рабочие уже готовы приступить. Дополнительно еще стягиваем технику, в том числе с районов. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, без крайней необходимости не выезжать в город. Жителей дома номер 6, что находится на массиве Гумиста, затопило с 9 до 6 этажа. Они рассказали мэру, что вода шла буквально водопадом не только с потолка, но и сквозь стены из панельных стыков. Попасть в свой дом или двор для местных жителей и гостей столицы задача непростая, но люди не унывают. В пункт назначения они добираются разными способами. ساعات كبرجي على أحب تسقن بمدوح أنا زخت نيوب أيا مديسينسكي أبخت في الحي. Вот так после ливней выглядит улица Лакоба. Автовладельцам пришлось оставить свои машины прямо на улице. Такая же ситуация сложилась и в других населенных пунктах Сухумского района. Затопило села Ишера, Дзекута, Яштхуа, в результате чего местные жители остались без света. Обильные ливни прошли в соседнем Сухумском Гулрыбском районе, где также подтоплены дворы и трасса. В реках после обильных дождей поднялся уровень воды. Метеорологическая служба прогнозировала грозы и ливни в первой декаде сентября. По словам метеоролога Асида Аксалба, дождь продолжится и в ночь на 10 сентября. Осадки прекратятся к четвергу. Осадки у нас прекратятся на побережье 10 ночью. И с 11 у нас будет переменная погода. В предгорных и в особенности в горных районах Абхазии 13-го распогодится погода. В силу чего уже с 13-го по всей территории Абхазии будет устойчивая теплая погода. Температуры дневные будут составлять порядка 25-26 градусов.
А ночные температуры, они будут ниже порядка на 4 градуса. Температура морской воды составляет 24,6 градуса. К сожалению, обильные осадки прогнозируют и во второй половине сентября. Ожидаются ливневые дожди и порывы ветра. Должны быть готовы к подобным вызовам от природы. Октябрь месяц также ожидается у нас дождливым. Если вот анализировать данные по количеству осадков за первую половину сентября и за весь месяц, то количество осадков превышает в 1,5 раза, чем в прошлом сезоне данного месяца. Это говорит о том, что будут иметь место еще и выпадение сильных осадков в виде ливней с грозами и с ветрами. Третий месяц осени, ноябрь, по прогнозам метеорологов, в этом году будет более теплым. Гугут Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Села Окум и Первая Царча от Курчавского района из-за непогоды остались без света. Резкий подъем воды в реке повредил ЛЭП. Потоком снесло 3 опоры. Аварийные службы РУП «Черноморэнерго» обстановку оценили. Приступить к восстановлению пока мешает высокий уровень воды. Работы начнут сразу, как только река спадет. Всем жителям, пострадавшим от стихии, будет оказана необходимая помощь, сказал президент Бадрагунба после посещения пострадавших районов Сухума. Глава государства посетил район Турбазы, чтобы лично осмотреть многоквартирный дом по Кадорскому шоссе. Репортаж Шазины Ханагуа. Первым президент Бадрагунба посетил домовладение на Кадурском шоссе, пострадавшие в результате сильного ливня. Мэр Сухума Тимур Агарба доложил главе государства о работе городских служб и отметил, что пострадали от Нового района до Синопа. Десятки квартир оказались затоплены, крыши домов повреждены шквалистым ветром. По его словам, в домах на Кадурском шоссе затоплено около 12 квартир. Существующие ливневые коллекторы ветхие не справились с напором воды. Работники Домуправ собирают информацию о пострадавших и составляют акты. Будем сегодня вечером сводную уже делать, справку вам пришлем. По энергообеспечению у нас маяк восстановлен, центральная часть города восстановлена, Синоп восстановлен, остается только Баслат ГЭС, там изолятор молния ударила, вышел из строя, но какой-то изолятор уже нашли, Суэц везет, вроде бы должен подойти, должны восстановить. Там света нет всю ночь и вот сегодня весь день. По улице Ладария еще подпорная стена у нас обрушилась, здесь в Синопском ущелье дорогу подмыло. Завтра надо будет уже к часу дня собрать первую первичную информацию, будут даны первые поручения. К сожалению, стихия затронула как горожан, так и жителей районов, в частности Сухумского района. Там тоже серьезные последствия от этой стихии. Определенные поручения уже даны. Необходимо сразу первичные мероприятия провести, чтобы граждане не остались со своими проблемами один на один. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня также доложил о работе спасательных бригад. С утра мы сразу выгнали машины, команды повышенной проходимости, потому что уровень воды быстро начал подниматься. И много машин уже не могли проехать, и машин 20. Тут надо будет оказать поддержку и помощь коммунальным службам. Я знаю, что ребята уже работают, надо будет максимально сейчас оперативно. Мы взаимодействуем, готовы. Затем глава государства осмотрел подтопленные квартиры и пообщался с жителями. Гульнаре Клычевой пришлось вычерпывать воду из квартиры ведрами и снимать напольное покрытие. Пострадала мебель. Женщина не смогла сдержать слез. Вот ламинат я уже сняла, а в той комнате ходишь, вода внутри, буду завтра тоже снимать его. Вот насколько вот так вот я в воде была. В ближайшее время приступим к оказанию помощи. Обязательно все службы будут задействованы. Мы покажем содействие в восстановлении всего. Она вода стояла, вот так ламинат плавал у меня здесь. Да, к сожалению. Успели снизу, что есть. Подруга приехала, а успела мне все помочь. Мы поможем. Кресло выкидывать, диван выкидывать.
все мокрое. Утром двор выглядел иначе. Дети катались на саббордах, а к началу съемок вода почти ушла. По всему двору остался лишь слой ила. Жители показывали на стенах, до какого уровня доходила вода. Затем Бадрагунба посетил район Синопа. Жители рассказали о произошедшем и выразили надежду на то, что государство окажет необходимую помощь. Благодаря вот этому, что нам сделали в этот раз, нам в дом не зашла вода. Вот реально 20 сантиметров осталось, но она не зашла. Только дворы. И то дворы вода уходила и не стояла. Ила вообще не было. То есть дворы чистые. Обычно остается прям такой ил, а сейчас нет. Президент Абхазии Бадрагунба дал ряд поручений по ликвидации последствий ливня. Глава государства подчеркнул, что стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре и жилым домам. В частности, в Сухумском районе многие сельские дороги и мосты получили серьезные повреждения. К сожалению, это затронуло как минимум 3 района. Значит, в Сухумском районе фактически большое количество сельских проселочных дорог приведено в негодность. Даны поручения Управлению капитального строительства уже буквально с завтрашнего дня осуществить все контрольные мероприятия и приступить к ликвидации последствий. Что касается города Сухум, здесь даны определенные поручения как городской администрации, так и Министерству по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий, которые в зоне городской черты. Значит, жители, которые пострадали от стихии, им будет оказана поддержка, в том числе тот вред, который был нанесен их имуществу, будет компенсирован и восстановлен. Шазина Ханагу, Арам Мукамки, Абхазское телевидение. Районы республики не пострадали от непогоды. В Гулревском районе на улице Курчатова в Агудзере упало дерево, которое оперативно убрали. На выезде из Гагры со склона посыпались камни, но их тоже быстро убрали. В Гудауте также обошлось без происшествий. Не пострадал из-за сильного ливня и Гал. Жалоб от жителей в администрацию не поступало, так как коммунальщики регулярно занимаются расчисткой ливневок и канализационных труб, сообщил глава местного ОГХ Гия Квикискири. К другим темам. 17 лет назад Абхазия и Россия установили дипломатические отношения. 9 сентября 2008 года состоялся первый официальный визит абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Шамба в российскую столицу. 17 лет назад, 9 сентября 2008 года, в Москве состоялась встреча министров иностранных дел Республики Абхазия и Российской Федерации Сергея Шамба и Сергея Лаврова, по итогам которой участники этой встречи обменялись нотами о намерении установить дипломатические отношения между нашими странами на уровне посольств. Если спустя годы оценивать это событие, то, безусловно, оно является знаковым для нашей республики и носит исторический характер для нас. На данном этапе, на современном этапе, отношения между нашими странами находятся в наивысшей точке и носят стратегический характер. Вы знаете, что за последние годы между нашими странами подписано уже порядка 250 соглашений различного уровня, различного характера. Это и межгосударственные соглашения, и межведомственные соглашения. Наши взаимоотношения с Российской Федерацией продолжают активно развиваться. Мы получаем большую поддержку в социально-экономической сфере от наших российских друзей и партнеров. Развиваются отношения с регионами России. Но, пожалуй, ключевой задачей, ключевую проблему, которую удалось решить благодаря решению о признании Абхазии, независимости Республики Абхазия со стороны России, это проблема, связанная с обеспечением безопасности нашей страны. Вот благодаря фактору России эти вопросы были сняты. Вы знаете, что между нами подписаны договоры в области безопасности. Здесь находится российская военная база, которая обеспечивает безопасность нашей республики. Учитывая тот фактор, что у нас отсутствует мирный договор
С Грузией, конечно, вопросы безопасности сохраняют свою высокую актуальность. И вот именно благодаря присутствию здесь России мы можем эти вопросы снимать и продолжать мирное и устойчивое развитие нашей республики. Я думаю, что благодаря обеспечению безопасности и благодаря участию наших российских друзей мы смогли сосредоточить свои усилия на других не менее важных вопросах социально-экономического характера. Мы продолжаем укреплять свой суверенитет и независимость, и уверен, что в ближайшее время к историческому решению Российской Федерации о признании Республики Абхазия присоединятся и другие страны с различных уголков мира. Вопросы предстоящего раунда женевских дискуссий, запланированного на ноябрь этого года, обсудили на координационном совещании в Москве, которое прошло с участием министра иностранных дел Абхазии Олега Барцидзе и его заместителя Одиссея Бигвава. В ходе встречи была подтверждена необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в Закавказье путем подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией с одной стороны и Грузией и Южной Осетией с другой. Актуальные вопросы абхазо-российской и региональной повестки обсудили в Москве Олег Барцидзе и директор департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Была подчеркнута важность дальнейшего укрепления всестороннего развития сотрудничества между Абхазией и Россией и рассмотрены вопросы взаимодействия. На топливном рынке республики наблюдается рост цен на бензин. Кроме того, на некоторых АЗС периодически возникают перебои с поставками. С чем это связано, прокомментировал министр энергетики Батал Мушба. В настоящее время продолжают действовать некоторые сложности с поставками топливных ресурсов в Республику Абхазия. Как вы знаете, мы импортируем все нефтепродукты с Российской Федерации, сами не производим такие продукты. В работе российских НПЗ продолжают сохраняться некоторые сложности, которые препятствуют своевременной и нормальной переработке нефти, отгрузке нефтепродуктов, что приводит к некоторым логистическим сбоям. Министерство энергетики Республики Абхазия постоянно контролирует и мониторит ситуацию, связанную с топливными поставками. Мы здесь активно взаимодействуем с российскими коллегами, чтобы стараться оперативно задействовать все имеющиеся у нас механизмы и рычаги для того, чтобы обеспечивать поставку нефтепродуктов в республику своевременно. Что касается цен на нефтепродукты, которые совсем недавно скорректировались в большую сторону, все это также является следствием той ценовой конъюнктурной динамики, которая формируется в Российской Федерации, а именно повышение биржевых цен на нефтепродукты. Нужно отметить, что инструменты ценообразования в Абхазии и в России отличаются, как я сказал ранее, тем, что конечная стоимость нефтепродуктов в Абхазии формируется в зависимости от закупочной. С своей стороны мы и дальше будем контролировать ситуацию. Для нас приоритетным остается вопрос обеспечения топливным ресурсом страны. И, конечно же, будем стараться сделать все для того, чтобы вот эти ценовые колебания, они были, насколько это зависит от наших регуляторных механизмов, наиболее небольшими. В селе Багмаран Гулрыбского района обнаружена майнинг-ферма. Сотрудники районного отдела внутренних дел изъяли 26 устройств для добычи криптовалют. В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела внутренних дел по Гулрыбскому району в лесном массиве села Багмаран обнаружили майнинг-ферму. 26 аппаратов по добыче криптовалют демонтированы, изъяты и помещены на склад Госстандарта Абхазии. Ведутся мероприятия по установлению владельца данного оборудования для последующего привлечения его к административной ответственности. В республике наблюдается активность американской бабочки. В нашу редакцию поступают обращения от сельчан, обеспокоенных распространением вредителя. Как рассказал начальник управления по защите растений Владимир Герия, сейчас популяция этого насекомого идет на спад, и предпринимать какие-либо экстренные меры нет смысла.
Однако самым эффективным способом борьбы остается механический сбор. Это касается и другого опасного вредителя – мраморного клопа, который совсем скоро начнет искать место для зимовки. Продолжение темы в материале Гунды Шоуа. Благодатная почва, обильная зелень и ласковое солнце, почти круглый год озаряющие Абхазию – идеальный приют для американской бабочки. Незримо присутствовала она здесь и прежде, порой сокращая свою численность, но неизменно возвращаясь. Сама по себе бабочка безобидна, но ее гусеницы – настоящая напасть. Ненасытные обжоры, способные довести дерево до гибели. Взрослая самка живет недолго, всего около 2 недель, но успевает отложить до 1500 яиц, и за год в Абхазии может появиться до 4 поколений этих прожорливых гусениц. Бороться с бабочкой надо всеми силами, и владельцы садов, частных приусадебных участков должны принимать в этом активное участие. Есть агротехнический метод, это вот сейчас. Деревья, которые поражены, вокруг них желательно необходимо собрать всю листву, приложить все усилия, чтобы убрать гнезда поселения на зиму гусеницы, которая окукливается и, превращаясь в бабочку, поражает определенные территории. Надо уничтожать паутинные гнезда, надо прилагать усилия к тому, чтобы уничтожать насекомые физически, потому что обработка химическими препаратами, она иногда обходится нам дороже, чем присутствие этого насекомого. Бабочка не смертельна, не губительна для растений, она тоже только наносит вред урожаю. Белая американская бабочка, словно призрак из-за океана, впервые замаячила над абхазскими землями в 60-х годах прошлого века. Родом из Северной Америки, эта многоядная ненасытная гостья обернулась настоящим бедствием. Инвазивный вредитель, она способна оставить без листвы более 200 видов деревьев и кустарников. Не брезгует травами, но с особым аппетитом набрасывается на шелковицу плодовые деревья, превращая цветущие сады в безжизненные скелеты. Не менее опасен еще один сельскохозяйственный вредитель – мраморный клоп. Специалисты утверждают, что механический метод борьбы наиболее подходящий в период нахождения клопа в местах зимовки. Это укромные места под корой, в сараях, в гаражах. Клопы малоактивны в зимнее время, потому легко скребать, подметать и уничтожать. Также можно применить феромонные и световые ловушки, которые в некоторой мере облегчают задачу. Мраморный клоп тоже уже в экосистеме Абхазии прижился. У него, скорее всего, появились хищные враги среди насекомых, болезни, и численность мраморного клопа по сравнению с пережитыми годами его всестороннего нашествия, конечно, снизилась. И если надо прибегнуть к химическим средствам борьбы, то Абхазия ежегодно обеспечена всем спектром химических препаратов, и получить химический препарат можно бесплатно, обратившись к руководителю сельской администрации. Специалисты активно разрабатывают методы борьбы с этими насекомыми. Однако механический метод остается самым надежным и эффективным. Своевременное выявление и активное уничтожение вредителя – залог сохранения здоровья и растений и предотвращения серьезного экономического ущерба. Гунда Шоуа, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. 10 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и до полудня временами дождь, гроза, местами град. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 19-24, температура морской воды плюс 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.